В пятницу глава Галского района Константин Пиля совершил рабочий выезд в некоторые села и лично представил местным жителям новых руководителей. В селе Таглан он представил населению нового главу Гули Закарая. Константин Пиля подчеркнул, что назначение нового руководителя призвано усилить работу на местах и повысить качество взаимодействия с жителями. Он также отметил, что перед сельской администрацией стоит ряд важных задач, связанных с развитием инфраструктуры и оперативным решением повседневных вопросов населения. Добрый день, уважаемые тагланцы. Спасибо, что вы сегодня собрались. В первую очередь я хотел бы поблагодарить главу, который тут работал несколько лет, Ахалая Виталия Владимировича. Спасибо ему за ту работу, которую он проводил по совести. Написал заявление по собственному, был освобожден. Временно исполнял обязанности заместитель. И сегодня я вам хочу представить нового руководителя, нового главу администрации Закарая Гули Георгиевну. Вы все ее знаете. В Гули все прекрасно, вы ее все знаете. Спасибо. У Гули Георгиевны большой, богатый опыт в управлении. И заявила желание, что поддержит администрацию, поможет и будет тут с вами работать. Гули Георгиевна, пожалуйста, садитесь. 2 минутки. Единственное, что я хочу сказать, уважаемые, за 5 лет прошедших я очень не особо слышал нужды и чаяния села. Понимаю, не бывает без проблем, проблемы есть, но почему-то вы очень мало обращаетесь, как-то эта ситуация, обращайтесь по любым вопросам, когда вам что-то надо. Гуля Георгиевна у нас очень энергичная женщина, она хороший руководитель, и думаю, у нас все получится. Любые бытовые вопросы, частные вопросы, государственные вопросы, пожалуйста, по любым вопросам мы всегда открыты. Гуля Георгиевна есть, что-то она, если будет не справляться, начинайте с нее, значит, она уже обращается в администрацию, мы там общими усилиями уже все другу помогаем. В таком формате работаем. У нас меньше всего тяжелых преступлений. Если тяжелые, то они на бытовой почве, это не такой бандитизм и криминал, это на бытовой бывает, где-то люди выпьют, где-то что-то, какое-то непонимание. Только так. А так у нас такого криминала нету. Тут и пограничная зона охраняется, и по городу у нас вроде бы, слава богу, на этот счет у нас хорошо. Мы делаем все, чтобы люди могли свободно себя чувствовать, чтобы люди могли развиваться. Когда много дать не можешь, многое потребовать не можешь. Это тоже такая ситуация, тоже понимаю. Но я вас прошу более-менее по поводу земельных налогов. Это те налоговые поступления, которые не прямо идут, не собирает администрация, собирает налоговый орган. И это очень четко должно быть. По этому, пожалуйста, проследите. Любой, кто зарегистрировался как индивидуальный предприниматель или ООО, как юридическое лицо, имеет земли, он может рассчитывать на финансовую помощь Министерства сельского хозяйства. Там около 150 миллионов, и оно финансирует любые проекты по сельскому хозяйству. Мини-трактор, посадочный материал, на ограды, на забор. Что нужно хотя бы для начала, это Минсельхоз помогает. Эти программы работают ежегодно по Гальскому району. От 9 до 12 проектов финансируется. Там суммы разные, где-то 900 тысяч, где-то 800, где-то до 1,5 миллиона, где как, в зависимости от проекта. Очень много кому в районе помогли, и очень много кто этим пользуется. Это невозвратные средства, ничего возвращать не надо. Главное, чтобы, когда получите деньги, чтобы вы что-то делали. Это главное. Так просто денежки взять и ничего не сделать, так, конечно, нельзя. Надо, конечно, реализовывать. Если в программе ограда, значит, делать надо ограду. Если там какая-то техника, значит, она должна быть. Техника тоже хорошая. Можно соседям дать, можно там работать уже можно всем прямо коллективам. По всем другим вопросам мы в администрации стараемся помогать каждому индивидуально. У нас еще никто не пришел и без внимания не ушел. Если даже помочь не можем, то объясняем, почему не можем, чтобы человек недовольный не ушел. Так стараемся делать. Что-то получается, что-то нет. Надеюсь на ваше понимание. Затем глава района посетил село Пчара, где представил нового заместителя главы Зураба Дакаргулия. Жителям рассказали о ближайших планах по улучшению условий жизни в селе и подчеркнули важность их активного участия в этих процессах. В ходе встреч люди смогли напрямую пообщаться с руководством района и обозначить наиболее острые проблемы. Новый глава села Таглан и замглавы Пчары поблагодарили за оказанное доверие и выразили готовность начать работу с опорой на интересы сельчан. Да, мы сегодня ездили в Таглан, в село, представили нового главу администрации Закарая Гули Георгиевна. Ее очень хорошо знают в районе. Она много лет тут на руководящих должностях, очень
дисциплинированная, взрослая женщина с большим опытом. Уверен, у нее все получится. Когда, там, говорю, несколько месяцев назад, когда там освободилось место, я ей предложил, она дала согласие. Прошла согласование в администрации президента. Вот сегодня была представлена в районе. И в селе, я как понял, ее многие знают и хорошо приняли. Надеюсь, все получится. Мы, конечно же, со своей стороны, сейчас новый руководитель по-новому будет смотреть на некоторые вещи и, конечно же, будет говорить нам о проблемах, которые нам необходимо будет решать. Мы со своей стороны будем делать все возможное. При наших возможностях небольших, будем стараться. А там, когда вместе что-то делают, уже у людей получается. И потом мы поехали в село Пчара, бывший Печора. Там представили заместителя главы, там не было заместителя. И сделали туда назначен Дагаргуля Зураб Зурабович. Тоже в районе его знают, у него хорошая душа, хорошее сердце, тоже поработал в милиции некоторое время. Конечно, я ему сказал, что ты уже все, долгое время не работал, уже ты ответственный человек, государственный человек. Думаю, все будет хорошо, село тоже приняло. Но через некоторое время проеду, поговорю с людьми и почувствую, как руководители. Если все мы попали в точку, значит мы будем довольными. Если нет, значит будем менять. Рабочий выезд главы Галского района подтвердил стремление районной администрации вести открытую и доступную для населения политику, уделяя особое внимание нуждам каждого села. Тея Басария, Борис Цацу, Александр Хуторов, Гал Медиа.